Эпическая трилогия Манас Семетей Сейтек занимает особое место в жизни кыргызского народа. Манастын түгөнгүз кербенин жетелегендер нечендер болгон. Миң жылдаган жолдор басып келген кербен. Известные ученые сравнивали кыргызскую эпическую трилогию с энциклопедией кыргызской жизни. Ежедневная жизнь кыргызов от рождения до смерти, их быт и обычаи, дипломатические и международные торговые связи, религиозные представления, эстетические вкусы, этические нравы, медицинские, географические и иные представления. Все это нашло свое отражение в эпической трилогии. Именно поэтому эпос является богатейшим источником для изучения истории, философии, этнографии, словесного искусства, психологии и других сторон жизни кыргызского народа. В первой части трилогии, собственно, Манасе, говорится о рождении среди кыргызского народа, богатыря Манаса. Он впоследствии объединяет всех кыргызов и, проведя ряд освободительных сражений, приводит свой народ на исконные земли Алато. Но в конце этой части Манас погибает от нанесенной поверженным врагом раны. В завещании Манаса говорится о родоплеменных распрях, ослаблении мощи объединенного кыргызского народа. Рождение сына предопределяет продолжение великих дел Манаса. Так возникает вторая часть, посвященная жизнеописанию и подвигам сына Манаса Семетея, который добивается победы над иноземными захватчиками. Мужественные герои второй части также становятся жертвами несправедливости. Но виновниками их гибели оказываются внутренние враги. Борьбе против внутренних врагов посвящена третья часть эпоса. Она повествует о богатыре Сейтеке, внуке Манаса. Общая идейная основа трилогии связана с желанием сохранить единство народа, свою государственность, избавиться от внешних и внутренних врагов и добиться мирной жизни. Герои эпической трилогии Манас, Семетей, Сейтек – это символы мужества и единства кыргызского народа. И поэтому можно сказать, роль эпической трилогии в формировании национального самосознания народа. Эпос веками живет, передаваясь из уст в уста. Также в народе известно понятие аян. Это сакральная передача эпоса из высших миров сказителю. Лишь отдельные великие сказители могли получить это откровение в состоянии транса. Из их уст стали записывать эпос во второй половине XIX века. Наиболее масштабными и высокохудожественными являются варианты, записанные от сказителей Сагынбая Орузбакова и Саякбая Каралаева. Именно их версии составляют классическую письменную эпическую трилогию Манас Семетей Сейтек. Каралаев деген ысымдын өзү азыркы муундар үчүн чоң тарих маани берип, мунун аркасында улуу Манас дастаны жатканын дары түшүнөбүз. Atı qarab durdu elə, atandın görür dünya, toz oğulğun uçuqda, cirgülgün tümsüqda, Gengrimdin oyunda, Karadeniz boyunda, orğub çan çıgat, orğuan çandı görgünde, nekengin can çıgat. Atandın görür dünya, orğuan çandı qarasa, atasının akıl pardın çan eken, anın артын qarasa, çoңғышқадай мал eken, мұның артын qarasa... От разных сказителей записано в целом более 85 вариантов эпической трилогии. К их числу также относится вариант эпоса, записанный Джусуп Мамаем, киргизским монастырем, проживающим в Китае. Все эти варианты, повторяя единую сюжетную канву, все же содержат в себе отпечаток личности того или иного сказителя.
bilmedin, hepsiz cemaat tilledin. Akku olup uçmasam, azabındı sızmasam, akşam karala kaçmasam, töröңнің gönün tapmasam, çürek bolboy ölöyin, tuna çögöyin. Basıp kamap alganda, üstüne kemeregi hazire kaptap barganda. Aylanayın iki gözü büyüğün çok munaşan. Senede bugünde tapmaka. Kavlan bulgun erçuvak men erçuvaktan ayrıttım. Baylaqıp baş bulgun citarımdın karından. Aylanayın navaki. Bülenir hiç toralbay. Kapalan taygın bastay, asmana çıskın. Эпическая трилогия оказала влияние на формирование других жанров литературы и искусства кыргызов. В лучших произведениях кыргызских писателей, художников, кадрах современных фильмов мужество, доблесть, доброта стали вечной темой воспевания. В эпосе сохранились также многие фольклорные жанры, которые образовали своеобразный художественный сплав из кошоков, преданий, сказок, исторических былей, объединенных рамками эпического повествования. Сегодня для сохранения и распространения эпоса среди потомков создаются школы-студии, воспитываются новые монасче, которые продолжают традицию великих сказителей. Необходимость обращения Кыргызстана внести в этот список эпическую трилогию Манас Семетей Сейтек имеет под собой важное основание – засилие маскультуры, равнодушие, поверхностное обращение с материалом, может высушить и измельчить великую эпопею. Эпическую трилогию невозможно делить на части. Манас Семетей Сейтек – 3 составных эпоса одной большой кыргызской эпопеи. Сказитель, слушающий народ и история эпоса едины. Их нельзя рассматривать по отдельности. Эпос оказывает сильное воздействие на аудиторию именно в живом исполнении. Сохранить эпос – устное нематериальное наследие в современном мире. Вот главная цель кыргызского народа. Однако пропаганда эпоса, издание книг, передача через другие жанры, перевод на другие языки мира – все это требует вложения огромных средств. И это имеет общечеловеческое значение. И поэтому именно сегодня настало время, когда феномен кыргызской эпической трилогии должен подвергнуться новому осмыслению и применению его в современном мире.